Друзья, все, процесс у нас начался. Мы поужинали. По ходу Танзила немножко прибирается, я прибралась, Танзила прибирается, уборки, конечно, как всегда, много. Это я еще с утра замариновала уточку, размораживала морозилку. Запечем, чтобы завтра не надо было готовить, ну пока отставлю. Будем делать манты. Так, у меня килограмм фарша. У меня завтра утром заказ, как я уже говорила, манты, голубцы, салат, 2 вида салата и, ну, по-французски шарлоточки. Здесь, значит, у меня килограмм лука, вот так вот кубиком нарезанный лук, килограмм фарша и 300 грамм жира отдельно, не курдючного, а просто жира, потому что, ну, не все любят баранину. Значит, на это количество я добавляю обычно 30 грамм соли, ну, пол чайной ложки или на кончики ложки. Ну, это как хотите, по вашему усмотрению. Красного перца и чуть-чуть острого жгучего перца. Все, это теперь я быстренько перемешаю. Да, и сейчас... да, я уже влила. И 2 стакана воды, вот на это количество, чтобы манты наши были сочные. Вот. Замесила также уже тесто. Здесь, ну, я не знаю, как я снимаю. Вот так вот. Немножко делала нам галушки по-быстрому. Это чаша от... Профессиональная чаша от Tupperware, так называется. Вы знаете, что я подсела на эту продукцию. Купила ее. И сегодня первый раз замешивала в нем тесто. Мне очень понравилось, друзья. Ну, это не реклама. Просто я себе их покупаю и вам показываю. Если что, не знаю, как вам, но мне нравится. Я купила себе вот такие 6 чаш, по-моему. Ну, не таких, а вот разных, глубоких. А вот это вот не глубоко, она специально для замеса теста. Что я еще купила? Купила сушилку для зелени, для фруктов. Купила хлебницу. Купила картофеломялку. Купила для зелени контейнер. Ну, конечно, я стараюсь больше не покупать ничего. Но мне нравится. Не знаю почему, наверное, специально. Вообще молодцы маркетинги, менеджеры, которые раскручивают этот бренд. Потому что многим нравится. Мы в группе в WhatsApp с женщинами. Так вот, что бы там не показывали, все время покупают, покупают, покупают. Значит, умеют раскручивать бренд. Я, правда, узнала о нем недавно, а так-то он, оказывается, очень давно уже, и даже у некоторых и по 15, и по 20 лет. Но я об этом не знала. Буквально в прошлом году только узнала, что есть такая вот посуда. Вот такой я человек, да, допотопный. Вот так вот. Хорошо, как я говорила, что у нас уже... Так, чего они проснулись, а? Вроде бы уселись в ящик, прибежали снова сюда. Так. В платье таком неудобно. С рукавами. Остальное все в стирку. День по 2, по 3 платья меняю, потому что жарко. Так, все, фарш готов. Так, как я сказала, вытяжка шумит. Когда работает вытяжка, в комнате более-менее прохладно, как будто бы кондиционер. У меня есть вентилятор, правда, но я пока его не заношу, не знаю. Так. Интересно, а Ишкины резиночки где-то были? Обычно я их одевала на рукава, чтобы они не мотались у меня. Так, друзья, мы без вас с Танзилой сделали манты. Потому что, когда мы лепили манты, позвонил мой сын из Москвы
И мы почти час с ним говорили. Даже поменьше часа, наверное, да? Мы быстро манты слепили, но за это время он с нами разговаривал по громкой связи, поэтому я не подключалась. Сейчас мы чистим кур. Я, вот как видите, чищу, Танзила их опаливает. Я попросила ее пока убрать опаливатель, чтобы не шумело. Вот так вот бывают заказы. Ну, после этого, наверное, она сейчас начнет, будет шумно. Мы просто в перемотке поставили камеру, чтобы ее не включать. Вот поэтому я не снимаю заказы, друзья, потому что, ну, все, если снимать, это будет очень длинно. Вставать, выключать, включать с грязными руками, потом снова неохота бывает. Поэтому, знаете, ну сейчас я поставлю, сколько там снимется в перемотке. Ничего интересного пока нет. Мы просто вот так вот чистим кур. Уже сколько? 6 кур почистили, а еще 24 штуки. Короче, и уже, признаюсь вам честно, 12 часов ночи. И, скорее всего, наверное, мы сегодня буквально, может быть, часик-два и то не поспим. Потому что к 8 часам, к 8 часам уже там у меня должен быть заказ. Значит, в 7 уже должны быть готовые манты, голубцы и мясо по-французски. Ну, все почти подготовительное, мы все сделали. Для салата все сварили. Все это имеется в виду, мясо сварили, больше там варить нечего. Курочку тоже сварили, не курочку, а грудку. Яйцо сварили. Так что на салаты все готово. Для голубцов уже и капуста тоже отварена, и рис отварен. Короче, все, включай, поехали. Gıvat, tık koşuk dık dişadat.
Так, ну вот, друзья, почти все куры у нас закончены, почищенные. Ну как, нужно еще 3, 6, 9 штук опалить. Но у нас, к сожалению, закончился газовый баллончик. Это все опаленное. Мы с Танзилой решили сегодня их не разделывать, потому что уже 2 час, около 2 даже. Мы сейчас их обратно сложим в холодильник, а завтра утром разделаем и все с ними сделаем. Поставим на единичку или на 2, и они не подмерзают. Будут холодные просто. Вот как-то так, друзья. Не издевайся. Как только я включила камеру, друзья, говорит Танзила, так, мои дорогие друзья, я вот назло тебе так скажу. Заказ утренний наш завершен. Чуть-чуть осталось дожарить несколько частей курочки, чтобы они были красные. Короче, курица с картошкой, голубцы. Вот так вот, в готовом виде, с подливой. Вот такие вот шарлотки и по-французски. Это салат нежный, это салат мужской каприз. И вот таких вот 5 упаковок мант. Это все в готовом виде. Орехи, чтобы она потом переложила салат в свою тарелку и еще раз подсыпала их. Также пучок зелени отправим. Короче, вот так вот этот заказ уезжает в село Яндери. Я не знаю, сколько он сейчас... Мы еще не делали ни калькуляцию, ни расчет. Бывает иногда интересно, во сколько обошелся заказ. Попозже мы посчитаем, и в этом же ролике я, наверное, скажу, потому что ролик не снят до конца. Вот так вот. Надеюсь, им понравится. Человек встречает гостей сегодня. Сегодня такой день еще. Так что вот как-то так. Священный день. Сегодня Курбан-Байрам. Первый день. И я надеюсь, это им всем понравится. Да, ожи и еще могу жмяши ложь. Так, ну и вот, друзья, курочка тоже дожарилась. Вот так вот будет. Это одно блюдо. Она уложит картошку. Маслин у меня нет. Хотела украсить. Короче, уложит картошку на блюдо и кукурузу. Ой, кукурузу, я уже заговариваюсь. И курицу. Так, вот так вот в пакетах. И в ящики мы поставили так. Ну, это творческий беспорядок, можно сказать, да? Все. А теперь нам еще надо заняться свадебным заказом. Мои дорогие, доброе утро, мои дорогие друзья. Вы снова на канале «Как-то так» у Лейлы. Я вас приветствую. Сегодня новый день. Праздники прошли. Действительно, было очень интересно. Побывали в гостях. У нас были гости. И потихонечку праздничные дни прошли. Хотя у нас и в праздники были заказы, мы в праздники тоже с Танзилой работали, хоть я и давала слово, что в праздничные дни не буду работать, но что поделать, работа есть работа. Так, сегодня у нас с Танзилой опять заказ по новой, заказ готовой продукции и также полуфабрикатов, значит, сейчас у нас получается 15 лепешек нужно с картошкой сделать, для пюре картофель поставила варить, котлеты нам нужно сделать, и в заморозку, чтобы были замороженные и свежие. Манты, пельмени. И все. Что с этим заказом еще? Манты, пельмени, котлеты, лепешки. Замороженные котлеты, лепешки, все. И потом вареники. Это у нее вареники? Да, потом. Ну сегодня не успеют. Они просто заморозиться не успеют. У нас всегда, вы знаете, что проблема с электричеством, но эта проблема у меня решена, так как мне подарили генератор, и вы в этом ролике уже впереди его, наверное, посмотрите. Я не знала, когда его подключить. Ролик снят давно, про генератор. Просто никак не получалось с праздниками. У меня еще несколько, по-моему, даже роликов в заначке, которые на праздничные дни мне показалось неудобно их выкладывать. Как мы с Аишкой гуляли, все такое. Этот ролик пойдет после него. Может быть, даже 2 ролика будет в день, чтобы догнать все это. Снятые ролики не хочется не выкладывать, тоже все-таки я трудилась, снимала. Вот так вот, друзья. Сейчас я быстренько замешу тесто
И по ходу мы будем понемножечку начинать. Сегодня очень хорошая погода. Как будто бы, вы знаете, мне кажется, что всегда Всевышний слышит мои молитвы, когда я говорю, ну, не то что молитвы, когда я даже не прошу, а просто про себя думаю, вот было бы здорово, если бы Танзила, если бы было прохладно, когда бывает заказ. А сегодня действительно так прохладно, так хорошо. Так, друзья, обязательно, конечно, если я начинаю снимать, то кто-то звонит. Сейчас поставлю как-то, чтобы было удобно. Ибрагима послали мы в магазин за маслом. Сейчас немножко, ага, вот. Вот, не захотелось мне пока заносить плиту. Так, микрофон. Поэтому у нас, можно сказать, немножко походные условия. Переставила сюда стол, чтобы мне было удобнее. Так, ну это я сейчас пока уберу. Все-таки дома готовить в эту жару душно. Так, сейчас это творог чуть попозже сделаю. Я взяла простоквашу до того, как стала замешивать, чем поставить разогревать для творога. Литр простокваши. Так, столовая ложка, так, без горки соли. И чайная ложка соды. Соду можно уже с горкой. И так надо будет сказать, чтобы и соду привезли, говорю, принесли. Купил Ибрагим. Так, все. Так, мне надо будет 2 литра замешивать, потому что из 1 литра обычно получается только 12 лепешек. Ну, остальное и дома можно. Приготовила себе такую чашу, смазала маслом, чтобы перекладывать туда тесто. Так, интересно, как мне видно. Все вроде бы видно вот так вот. И замешиваем потихонечку всегда тесто, которое всегда я готовлю. Пока я вот медленно-медленно замешиваю, сода гасится. Так. Прерывают меня, конечно. То телефон, то еще что-то. И замешиваем вот так вот тесто. Мягкое, чтобы лепешки были мягкие. Сегодня нам надо уже идти в больницу. Вчера были в больнице с Танзилой, но я не снимала. Я была у невропатолога. Так, многие меня спрашивали, я там фамилии неправильно, по-моему, отвечала. Невропатолог, который меня сейчас ведет, лечит уже 3-й год, получается. Сейнароева Роза. Она работает у нас в Кантышево и работает в Назрани, в клинике Сафина, по-моему. Больница называется Сафина или Софина, я точно не знаю, как ударение правильно как ставить. Вот. Там она тоже принимает по ОМС бесплатно. И вы знаете, даже так здорово вчера я обрадовалась. Обычно я раньше хорошую сумму тратила на препараты, которые мне нужно делать, ну, хотя бы полгода 1 раз. Вчера вот по ОМС там же есть и препараты, но не все. 3 препарата было, 2 препарата мне нужно просто самой купить. И уколы ставят там бесплатно, и капельницы ставят бесплатно. Также по МС. Вот так вот. Так что на этот раз я немножечко даже и в деньгах выиграла. Я не знала, что это делается бесплатно, потому что я покупала, вы сами знаете, что препараты сейчас тем более очень дорогие, неврологические. Они мне раньше выходили где-то около 12 тысяч, чтобы сделать курс лечения. Сейчас я посмотрю, сегодня купим, но только после обеда придется нам. Ну, к часу подъеду. Конечно, хорошо капать. Но все равно в первой половине дня получается, что прокапают. Так, я сейчас вам наизусть не смогу сказать, что мне там сказали надо делать.
Так, все, первая часть с 1 литра теста я замесила. И все. Теперь будем замешивать еще так же. Так, чищу руки. Так, ну все. Теперь начинаем делать лепешки. Вы видели, тесто какое, можно сказать, даже очень, ну, не жидкое, но вот такое вот слабенькое. Поэтому и нужно муки много. Вот некоторые иногда когда-то мне писали, что муки много. Но с таким тестом, если не будет много муки, то не справится. А слишком забитое тесто мукой лепешки получаются не такими мягкими. Вот сейчас я сначала сделаю шарики, подготовлю, чтобы быстро лепить. Танзила сейчас тут готовит котлеты. Получилось, да? Наконец-то и фарш наш приехал. Так, сейчас. Ой, вот видите, я вас шатаю, все. Вот. Котлеты Танзила сделала, сейчас будет жарить. Короче, все будет в процессе идти. Не знаю, слышно ли мамин телевизор, окно открыто, а у нее телевизор прям очень громко работает. Поставь. Поставь, ничего страшного. Если тебе удобнее, поставь. Ничего страшного. Она... Знаете, что интересно? Добрый день, я даже не поздоровалась. Блогеры... Громче и иди сюда ко мне, потому что у меня микрофон, тебя не будет слышно. Секунду. Я говорю, вот, добрый день. Блогеры вот рекламируют, да, вот разные средства. Я все перепробовала. И почему-то эти сковородки, вот это вот... Реально, есть ли такое средство, что можно их очистить? Или они их выбрасывают, новые покупают, или на рекламу их отправляют? Ну, эту сковородку-то можно вычистить. Эту я, знаешь, как... По старинке можно. Да. Песком. Но. Ну, а остальные как чистить? Сеткой их нельзя чистить, а зелитой нельзя. Единственный в Ингушетии один блогер, который правду говорит. Все тестирует и говорит правду. Ну, это значит, он из-за того, что тестирует, говорит правду. Ну, например, вот робот, который очищает окна. Я хотела его тебе купить, потому что у нас окна большие. Мне сказали, вообще не стоит, что он так окна не чистит. Вот эти вот же сеткой не почистишь же. По-любому должно быть средство. Или выкидывают и новые покупают. Нет, не выкидывают. Так, 3, 3, 9, 10. 10. Да, сегодня хорошо. Это нам всегда Всевышний помогает, когда у нас заказ такой, где нужно жарить, парить.
Погода пасмурная. Так, 3, 6, 9, 10, 11, 12, еще 3. Пожалуйста, поднимай свои ноги. А? Все, прикрой тесто крышкой. В чем-то мука была, мама. Она там на кухне была. Так. Азу. Так, поставь мне тоже Какую? сковороду. Да. Чудушницу. Это надо мне купить ее. От тепла гасатат. Скалку принеси мне, пожалуйста. Эту оранжевую. Если вы чувствуете, что побольше теста положили, то вот так вот, как я сейчас срезала, можно срезать. Фига, куда кайох. Коня, да кол, кона ра чубуш, а? Фиш. Фишенс. Где Андрас его? А, да, да. Так, я вместо тот здесь. На вот. Закончились картонки у нас, чтобы лепешки положить. Так. Видишь, пасмурно и мух нет. А когда солнышко, столько мух набегает, это что-то. Вчера вот уже ужас, сколько здесь было мух. Хорошо, у нас не было никакого заказа. С картошкой труднее делать лепешки. Не получается. Ну, вообще, это вкусно, я не люблю. Конечно, если делать такие заказы, то нам по-любому нужен цех, нужны условия. Не знаю, мы об этом подумывали и даже зимой собирались сделать из этого, вот сейчас из этого навеса, где я сейчас
сделать цех. Но для этого надо будет, скорее всего, обустроить ту кухню, чтобы здесь вообще не было ни движения, никого. Чтобы кухня была тоже там же. Там, а тут просто цех. Не знаю, посмотрим. Но просто тогда я передумала. Сначала задумала цех делать, потом передумала. Так, сейчас. Вот так вот, к сожалению, нет, мне некому снимать. То, что немножко порвалось, ничего страшного. Оно как пластилин, его можно слепить снова. А мои ТГ снимаешь? А? А котлеты мои снимаешь? Котлеты, по-моему, тоже снимаются. Ой, мамочки, все время за эту ножку снимаются и твои котлеты, и мои лепешки. Все снимается. Так. Между прочим, это наш постоянный клиент. Ты что, вилку не несешь? Ты постоянный наш клиент. Да? Она именно хочет не из кафе, не из цеха, а именно домашнюю кухню. Ну, от того, что я сделаю цех, это и будет домашняя кухня, какая разница. Ну, не знаю, посмотрим. Это только задумка. Если еще и Танзила может ходить сюда на работу, конечно. А так, то, конечно, нет. Одна я однозначно не справлюсь. Первые, когда кладутся котлеты, вот так вот, цвет красивый бывает. А уже когда Танзила. Так. Ты мне не ломай там посуду. Сама разбила тарелку. Да, обидно. Разбила тарелку, полевой цветок свой. Я. Так, вот сюда я складываю. Внизу постелила салфеточку, чтобы не намокала лепешка. И вот так. Вот так вот вырезал нам Ибрагим. Даже купить не пришлось. Да. Фольгой это самое. Ибрагим, сразу и фольгой сделай ее. Закрути фольгой. Ёкарами бабай. Все шатаю вас и шатаю. Под телевизором. Если она там сидит, смотрит. А? Бабушка на улице сидит.
Пусть тогда выключу, сделает. Ибрашка, сделай там громкость потише телевизора. А что она его не выключила? Ибраш, ты собирался для Инстаграма мне снять. Давай снимай. Все. Вот сюда будем лепешки складывать. Ой, горячо. Афилимеги дорогой. Zeit der ich wissen Telefon die Reitdruck das Covid nicht doch haben nicht wo hast du das И вот заказ наш готов. Это замороженные котлеты, но они не очень еще хорошо прихватились. Поедут вот так вот лотки. Завернешь фольгу, да? Да. Я бы не мыла руки, мне еще несколько лепешек надо сделать. Короче, манты, пельмешки, лепешки, как вы видите. Сейчас мы их обернем в фольгу. Малосольные огурчики, к сожалению, не оказалось у нас фольги. Мы тут посмотрели на все. И вот еще жареные котлеты. Надо было пленкой обернуть. Внизу будет это самое. Закрыть уже. А чуть так.
Туда я буду печь это самое. Лепешки остальные. Замотаю все это. И котлеты тоже. Пока таксист не приехал, поставим морозилку, а то разморозится. Так, короче, все, я ушла. Разрежете все это. Все, друзья, дождались мы таксист, хотя не то, что вызывали, а вызвали другого таксиста, уже местных. Сейчас отправим заказ. И, мои дорогие, ссылку на наш инстаграм оставлю в описании, закреплен в комментариях. Заказывайте, у нас очень вкусно, готовую еду, полуфабрикаты. Если вы покупаете где-то, то покупайте у нас. Этим вы поможете нам, чтобы мы с Танзилой открыли для себя цех, и у нас будет полноценное, нормальное предприятие. Мы будем все готовить и вкусно кормить наших жителей. Ну вот как-то так. Так, друзья, мы с Танзилой заказ отправили и уже в аптеке. Я уже купила себе свой препарат. 2 препарата даже. Девочки мне тут посоветовали, есть то, что мне выписано, и есть аналоги. Аналог намного дешевле. Не знаю, купила вроде бы аналог. Посмотрим. Так, стиральный порошок для белого белья. Интересно, какой-то био. Дорогой. Сейчас вызвали такси. Едем в больницу. Поедем в больницу. Прокапаемся обе. Такие дела. Все? Это производство просто разное. Отъемимость? Ой, ручки. Интересно, дыня подешевле, сколько стоит? Арбуз вчера мы ели, был очень сладкий. Пришел сезон арбуз и дынь. Не успеваю делать варенье, надо из абрикос сделать. Мне подписчица моя прислала 2 ведра абрикосов. Мы почти все их съели. А я хотела сделать, вернее, даже не варенье, а джем. Аймиет. Дайте халчу. Садих. 70 рублей, да? Ну вот, мы уже в больнице. Вот тут вот дневной стационар типа. Будем капать. Сыгрыч. Машхот.